Как же тепло и радостно после прочтения рассказа Станислава Новикова «Кому приходят ангелы». Это олицетворение всего чистого и светлого, что есть в душах нашего человечества. Герои рассказа – обычные люди, прожившие жизнь душа в душу. Благодаря Божьему благословению они познакомились, венчались, родили 2 сыновей, также ходили в храм для того, чтобы исповедаться и причаститься, все вместе. На протяжении всего рассказа автор повествует о том, как тихо, нежно и счастливо жили Настасья Петровна и Илья Степанович. Интересно читать, как обходительно и с любовью они общаются друг с другом, прощаются, чтобы перейти в мир иной и там также быть всегда рядышком. Уважительное и нежное отношение у них видно даже из того, как они друг друга называют Настенька, Ильюшенька, без криков, без лишних нравоучений, с любовью и благодарностью. Отдельное место в рассказе отведено Машеньке Юродивой, душе Божьей, как назвала ее старушка. Хоть она и была немой и глупой, а ведь направил ее Господь проводить главных героев. Ум был у нее короток, а душа открыта для того, чтобы увидеть все милости Господни. Никто не успел попрощаться со стариками, ни отец Сергий, которому первым делом позвонил Илья, ни любимые сыновья Веня и Ваня. Ушли родители тихо, спокойно, с умиротворением в душе. Как хочется, чтобы все люди в свое время ощутили эту божественную благодать, которую нам дарят ангелы. Стану пред Господом Христом, паду перед Ним на коленки, прошепчу тихонько: прости мне, Христе Боже, все мои грехи и прегрешения. А ты боялась, что без батюшки не будет тебе ангела-хранителя. А их вон тебе сколько, цельная рать Христова. Будь покойна, родимая, спроводит душеньку твою в восхождении. Там сейчас ангелы, очень много ангелов, и еще слетаются, все летят и летят.